жергиликтүү деңгээлде кызматтарды жакшыртуу долбоору менен 2020 жылдан бери кызматташып келебиз. Тыгыз элдин эң биринчи талабы ошол жеткиликтүү болуш керек кызмат, ачык айкын болуш керек, анан сапаттуу болуш керек. Мына ошону көрсөткүлө деген талабы мүмкүн азыр актуалдуу, учурдуу болуп атат да. Мына долбоор ушул как раз мына ушул талаптарга бүт толук жооп берет десем болот. Жергиликтүү маанидеги маселе бул ошол эле бала бакчалар, жолдор, таштандыларды чыгаруу, таза суу менен камсыз кылуу, көчөлөрдү жарыктандыруу. Азыркы күндө бул жаңы гана деңгээлге чыгып келе жатат да. Буну улантып, мыйзамдык талааны дагы оңдоп чыгыш керек. Пилоттук айыл өкмөттөрдө өсүү темпи чынында мындай жогору десек болот да. Андан сырткары да мыйзамдарда дагы өтө көп өчүрүштүктөр бар. Мына ошол ишканалар эле боюнча, түзүү боюнча, алардын отчеттуулугу боюнча, алардын тарифтерин бекитүү боюнча да өтө көп азыр мыйзамдарга да өзгөртүүлөрдү, тактоолорду киргизиш керек да. Кыргызстан горная страна, и у нас не так много территорий, удобных для проживания. Но, к сожалению, даже ту не очень большую землю, пригодную для проживания, мы засоряем твердыми бытовыми отходами, плохо управляя ими. Собрать и вывести мусор – это несложно, это только полдела. Нужно просто иметь технику, какое количество людей, минимальную инфраструктуру. Но вот как управлять и складировать, и заниматься вообще твердыми бытовыми отходами – это совершенно другая задача. А при существующем количестве муниципалитетов и межбюджетных отношений органы местного самоуправления просто не в состоянии самостоятельно справиться с этой проблемой. Мы не должны иметь ни 300, ни 200, ни даже 50 мусорных полигонов в нашей стране. Для решения этой проблемы в целом нужны большие усилия государства и в правовом поле, и в финансовом отношении, и с точки зрения организационного потенциала. Поэтому очень важно, если проект улучшения услуг на местном уровне дальше в своей третьей фазе займется этой проблемой и поможет государству и правительству Кыргызской Республики решить эту проблему. Работа с пилотными муниципалитетами в первой фазе нашего проекта показала, что есть проблемы, которые нужно решать не индивидуально, а совместными усилиями нескольких муниципалитетов. За время второй фазы проекта мы смогли убедиться на практике, как межмуниципальное сотрудничество может улучшить предоставление услуг, значительно расширив охват как по территории, так и по количеству обслуживаемого населения, а также эффективно использовать местные ресурсы. А некоторые вопросы требуют еще более высокого уровня решений. Вот так и появился проект регионального плана по управлению твердыми бытовыми отходами Иссык-Кульской области. Поэтому в третьей фазе надо посмотреть, что можно сделать в отношении региональных планов по управлению ТБО уже на уровне района для наиболее оптимальной организации системы сбора, вывоза и утилизации ТБО. На втором этапе нашего проекта мы сосредоточили се также на активном вовлечении граждан в гендерно чувствительную и социально инклюзивную политику местных услуг, уделяя особое внимание потребностям женщин и социально изолированных групп. Несмотря на предыдущие усилия, пробелы в способности муниципалитетов решать проблемы неравенства оставались, особенно в их программах социального и экономического развития ПСЕР. Проект участвовал в процессе разработки новых ПСЕР-методологий и на практике вместе с нашими муниципалитетами-партнерами мы поддержали создание планов в 47 айыльных аймаках. В дальнейшем мы стремимся расширить это планирование не только в муниципалитетах, но и на районных уровнях, так как инклюзивные планы социального и экономического развития – это основа для организации инклюзивных услуг на местном уровне.